Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы». Центр современного искусства «Облака» и радиостанция «Эхо Москвы» в Уфе представляют программу «Парк искусств». Дорогие друзья, добрый день. В эфире программа «Парк искусства». Я ее ведущий, руководитель проекта «Парк искусств» Центра современного искусства «Облака» Валериан Гагин. Каждый раз в нашей студии люди, чьи идеи, чьи проекты делают нашу жизнь лучше. И сегодня у нас наш давний друг в гостях Булат Аминов, он же Дамаск. Булат, привет. Да, добрый день. Друзья, по традиции мы начинаем наш эфир с новостей культуры, анонсов культуры, который нам подготовил Центр современного искусства «Облака». Итак, в Уфе открылась выставка керамики художников Башкортостана и России из собрания Башкирского государственного художественного музея имени Нестерова. В экспозиции выставки произведения известных башкирских и российских керамистов, представляющие коллекцию современной керамики в собрании музея Нестерова. Экспозиция представляет достаточно большой временной период с 60-х годов по 2000-е годы. И продлится она с 12 мая 2019 года до 12 мая 2019 года. Адрес тот же, Гоголя 27, новый корпус. Приходите. Булат. 19 апреля в Уфе, в городском центре «Арт-Квадрат», вход со стороны улицы Мустафы Карима, 6, пройдет фестиваль городской рекламы «Городская среда». Фестиваль проводится с 2005 года и является старейшим фестивалем социальной рекламы в России. Каждый год на конкурс поступают работы с социальной направленностью от профессионалов, любителей и неравнодушных граждан. На выставке любой желающий сможет увидеть работы конкурсантов. В этом году поступило рекордное количество работ от фотографов. Они также станут основой для выставки, которая будет работать с 11 до 9 вечера. 19 апреля, друзья, уже. А галерея «Арт-Эксперт» приглашает на вернисаж выставки Лейсан Рахматуллина «Акварель». Уникальный совершенно акварелист. 10 апреля в 18:30. Приходите. Уфа, Мингажева, 102. Булат? На Московском международном кинофестивале покажут фильм Райфа Файнса про нашего соотечественника Рудольфа Нуриева. Фильм будет показан в программе «Мир искусства» 41-го Московского международного кинофестиваля, который будет проходить с 18 по 25 апреля. А Райф Файнс знаменит тем, что он сыграл такого симпатягу Волан-де-Морта, да, в «Гарри Поттера». Друзья, а вчера праздновался Международный день медленного искусства. Представляете? Медленного искусства. Цель мероприятия — изменить восприятие искусства в эпоху скоростей и смартфонов. Организаторы призвали посетителей остановиться и вдумчиво в течение нескольких минут созерцать то или иное полотно. В этой акции принимает участие более 150 площадок, музеев, галерей по всему миру. Говорят, что сегодня в среднем посетитель тратит на осмотр одной картины 27 секунд. Это меньше, чем время, которое человек проводит на одной интернет-странице. Да. Вот эти данные привела искусствовед и основательница The Slow Art Workshop Сьюзан Мур. А не в Эстонии вообще начало этому положено? Слушай, бог его знает, как прибалтийские страны к этому относятся, но теоретически, если вот все эти анекдотичные случаи воспринимать, то вполне может быть. Булат, слушай, вот не терпится послушать какую-нибудь твою композицию, давай ты сыграешь что-нибудь нам, а потом мы с тобой поговорим, как ты докатился до первого своего дебютного альбома. Сейчас буквально несколько секунд подготовиться. Да. Кстати. Слушай, скажи, да. У тебя ведь до этого не было, да, альбомов? Это прям чтобы это альбом официально не было. То есть были какие-то отдельные записи, которые я просто выкладывал в своих соцсетях, а это уже альбом официально, который 11 апреля появится на всех цифровых площадках музыкальных. То есть можно будет зайти в iTunes и скачать? iTunes, да, и все остальное. Скачать, послушать, купить, ну и сделать все, что угодно. Да, ну давай, Друзья, сейчас Булат немножко у нас приготовится и исполнят нам. Я, кстати, еще раз привлекаю ваше внимание, это анонс. Анонс песен, альбома, которые выходят 10 числа. 10 числа Булат его официально представится, 11 числа уже на таких площадках, как iTunes, на других электронных площадках можно будет его скачивать, покупать, слушать и наслаждаться той музыкой, которую делает Дамаск. Совсем недавно ребята вернулись у нас из Самары, они выступали там со своим сольником, и сегодня, Булат, ты готов? Поехали.
снег, зима замела, засыпав дороги, мосты. Кажется, что не осталось тепла, замерзло течение реки. Вот теперь свет в окнах домов стал как будто теплей, и в паутине чьих-то следов твои отпечатки видней. Ты меня ни на миг не оставишь, даже когда я падаю вниз. Нас с тобой кружит этот танец без берегов и без границ. Ты меня ни на миг не оставишь, даже когда я падаю вниз. Нас с тобой кружит этот танец. Пусть дорога вдаль улетит, вверх растут города. В этом безумном течении реки мне так не хватает тебя. Где-то в далеком краю, где сны реальность творят, казалось, что там тебя отыщу, но вновь я вернулся назад. Ты меня ни на миг не оставишь, даже когда я падаю вниз. Нас с тобой кружит этот танец без берегов и без границ. Ты меня ни на миг не оставишь, даже когда я падаю вниз. Нас с тобой кружит этот танец. Часы потянулись в тесном мире своем, так метко зажатом в прицеле. А без падений нам никогда не узнать о том, что что-то не то, что прежде верили. Но время вновь заструится вдруг желтым песком из чаши, падая одной прямо в другую. И кто-то сердце коснется, пройдясь босиком, и я выдохну, уже не тоскуя. Ни на миг не оставишь, даже когда я падаю вниз. Нас с тобой кружит этот танец без берегов и без границ. Ты меня ни на миг не оставишь, даже когда я падаю вниз. Нас с тобой кружит этот танец. Ты меня ни на миг не оставишь, даже когда я падаю вниз. Нас с тобой кружит этот танец без берегов и без границ. Ты меня ни на миг не оставишь, даже когда я падаю вниз. Нас с тобой кружит этот танец. Ура, Булат, спасибо тебе огромное. Я думаю, что успех обеспечен, или, может быть, просто я влюблен в твое творчество. Да, спасибо. Успех уже есть. Это то, что я смог это сделать, потому что альбом, ну, такая прям серьезная веха. Материала много, я его исполняю на концертах периодически, но вот то, что он в виде альбома выходит, это очень важный момент. Скажи, пожалуйста, как рождаются песни? Я сидел в студии, думал, слушай, насколько это сложно, потому что ты одним ухом ты слушаешь музыку, другим ты слушаешь себя, тексты. Как вообще это миксируется сейчас в современном мире? Слушай, я не думаю, что это сильно отличается от того, как это было и век, и 10 веков назад. Слушай, ну ты застал оба времени. И то время, когда была музыка живая, и то время, когда она стала компьютерная. Так ведь? Ну, да. Как-то повезло, можно так сказать. Да, ну как рождается песня? Песня есть два момента. Иногда текст рождается буквально минут за 5. То есть за 5 минут ты пишешь о чем-то. То есть это может быть какая-то ситуация в жизни породила его, какие-то мысли. Они быстро в течение 5 минут выкладываются на бумагу, а затем мелодия по-разному бывает. Иногда приходится текст писать годами даже. То есть какая-то интересная четверостишие, ты его не знаешь, с какой стороны к нему подойти, о чем это даже иногда не понимаешь сам. Но вот есть такие моменты. Иногда куплет придуман 2 года назад, а припев, например, родился только вчера. Это вот ты про это песню? Нет, но это... Бывает такое.
что на тебя сильно повлияло? Я знаю, у тебя какие-то были интересные опыты, когда ты путешествовал по всей Европе пешком. В каких-то там ты погружал себя в какие-то непонятные вещи. Ну, блин, непонятные, может быть, обывателю или там людям, которые тебя не знают, а для тебя они ясные. Они влияли на тебя как-то, на твое творчество? Или же ты встречаешь вдохновение везде на своем пути? Да, наверное, проще сказать, второй вариант более приемлем, потому что влияет-то все, каждый прожитый день, каждая секунда, каждая встреча, даже вот то, что мы с тобой сейчас здесь сидим, это же тоже важная часть нашей жизни, и сказать, что она, например, менее важна, чем мое путешествие по пути Святого Иакова в Европе, это будет неправильно. То есть, как так? Каждый день он важен, и каждая секунда. Говорят, что для того, чтобы, знаешь, как-то вот спровоцировать творчество, сам процесс творчества, нужно выводить себя из зоны комфорта, обеспечивать встречу с интересными людьми, с интересными событиями, с интересными явлениями. И обладать какой-то техникой. Есть ли у тебя такая техника, или ты как живешь, так и живется? Да, специально я какие-то техники не применяю, но с интересными людьми, встреча с интересными людьми всегда, конечно же, вдохновляет. Интересные события, интересные места посещения, конечно же, вдохновляют. И по возможности я стараюсь делать и то, и другое. И встречаться, и путешествовать. Да, друзья, кто не понимает, о чем мы говорим, подпишитесь на страничку Булата Аминова и посмотрите, где он только не бывает, особенно в последнее время, да? Ну, в последнее время это больше все-таки по России. А что делали в Самаре? В Самаре, кроме того, что есть мой сольный проект «Дамаск», есть проекты, с которыми мы выступаем. Это замечательные ребята, мои коллеги, дэнс-рок-группа «Не попса». Мы ездим, играем попсу 90-х в своих собственных рок-обработках. Вот. Это как раз вот то, что вы делали недавно в «Огнях Уфы», да? Нет, в «Огнях Уфы» это снова другой проект. Это в «Огнях Уфы» мы играли концерт легенды русского рока. То есть это мы взяли самые любимые нами и не только нами композиции, любимых нами исполнителей, кино, ДДТ, Алиса, Зоопарк, и сделали программу, двухчасовую программу, мы ее сыграли замечательно очень. Слушай, скажи, пожалуйста, а на что живет современный музыкант? Да, на музыку и живет. Ты играешь, тебя это кормит. Да, слава богу. То есть ты абсолютно доволен этим положением вещей, и у тебя есть время и творить, и деньги, и средства, и развиваться. Абсолютно. Но учитывая, что все-таки по образованию я физик, работал в научно-исследовательском институте, то есть я понимаю, о чем я говорю. Мне есть чем сравнивать. Серьезно? А будущее свое ты видишь связанным с музыкой, или у тебя есть какие-то интересные иные проекты? Ну, в ближайшем будущем я все-таки музыкой... Ну, музыка — это то, что с детства меня и двигало мной. То есть я, может быть, уходил, не верил себе, не верил каким-то своим желаниям, пытался жить как учат. Как все. Как все, да. Но в итоге не получилось, просто не получилось, извините. Ну, конфликт с собой неизбежно ведет к какой-то непонятной ситуации. Вот, ты мешаешь, как ты сам анонсировал, все стили. И фолк, и рок, и хип-хоп. Ну, фанк, фолка, наверное, нет. Нету фолка? Фолка нет, да. Слушай, как ты ошибся? Ну, бог с ним. Ну, бывает. Я просто участвовал в каких-то фолковых проектах, поэтому, наверное. Может быть, скажи, а будущее музыки куда направлено? Как будет развиваться? Да, я не футуролог, наверное, и говорить за всю музыку не возьмусь, но в любом случае музыка всегда движется к равновесному какому-то состоянию, точнее, к гармонии. То есть периодически бывают всплески того или иного ухода от какой-то музыки во что-то более экстремальное, но вот как сейчас это рэп какой-то. Но все это придет в итоге к какому-то адекватному, мне кажется, виду. И этот рэп, и он трансформируется, смешается со всем остальным, и мы через некоторое время все-таки получим интересную, все-таки ближе к музыке вещи, а не... Слушай, совсем недавно мы разговаривали в Фейсбуке. Ну, ты знаешь, как у нас сейчас дискуссии ведутся, да? Кто-то опубликовал какой-то пост, к нему там 1000 комментариев, и был опубликован пост об архитектуре современной, о смешении там, старого,
Но, знаешь, когда около старого здания возникает новостройка, и возникли там куча комментариев. И вопрос, а правильно ли это? Говорят, архитектура — это музыка, застывшая в камне. Скажи, всем ли современникам должна нравиться музыка? Всем ли современникам? Какая музыка? Современная музыка. Да нет, конечно. Ну, что значит? Вот мне, например, очень непонятна современная архитектура. Я очень люблю старые здания. Вот буквально, когда мы были в Самаре, я гулял по центру, историческому центру Самары. Я очень красивый, очень временами, местами заброшенный, но архитектура очень красивая. И мне это нравится. А вот современная архитектура я, ну, как бы очень равнодушен. То есть я могу сказать, ну, нормально, наверное, так только. То есть ты не обижаешься, когда кто-то говорит о твоей музыке? Ну, нормально. Да, слушай, ну я же, ну, конечно, ну, что теперь, я всем должен навязываться, что ли? Я, мне кажется, немного вырос из того возраста, когда я бил себя в грудь кулаком и кричал: да вы не понимаете ничего в музыке, да вы... Ну, как-то так. Ну, то есть, кому это нравится, то добро пожаловать, и кому не нравится, ну, есть много вариантов заняться чем-то другим. Скажи, куда ты в ближайшее время запланировал сходить из музыкальных мероприятий? Ну, мне очень сложно на этот вопрос отвечать, потому что есть огромное количество концертов, которые проходят. А куда вот прям хочешь? Да вообще бы я бы сходил на сэра Пола Маккартни, но вот пока он не приезжает, он никак не может добраться до Уфы. Может, у вас денег не хватает? Да, ну... Да как бы я в Уфе при возможности выбираюсь на концерты, но так как мы выступаем очень много, это бывает сложно достаточно. Вот из таких ярких выступлений мне нравится группа Мгзавреби, грузинская группа. То есть с удовольствием хожу на их концерты и еще схожу. А как у тебя строятся отношения с твоими фанатами? Они уже появились? Прям те, которые не дают тебе прохода? Да, ну, нет. Нет? Не знаю, ну, как бы, я просто адекватно ко всем отношусь, и есть ли фанаты ли они, например, ну, не знаю. А как музыка влияет на личную жизнь человека? Говорят, что любое творчество настолько много потребляет сил, что на иные вещи просто их не остается. Это правда? Согласен, есть такое. То есть, если ты хочешь что-то сделать именно в творческом плане, нужно погружаться абсолютно со всей головой, всю жизнь. И иногда, то есть, огромное количество людей, с которыми я просто уже не могу, нет возможности ни встречаться, ни проводить какое-то совместное время, потому что, ну, жизнь построена таким образом, что нахожусь именно в процессе творческом. Репетиции, гастроли. Гастроли, репетиции, концерты, выступления, там, записи, студийная работа, просто работа дома. Там. У тебя анонс состоится 11 числа. Альбом, выход. 11, да, 11 числа. Потому что у нас осталось 7 минут до конца эфира. Давай еще одну исполним композицию, а потом договорим о том, сколько этот альбом стоил тебе. Отлично. Друзья. Песня называется «Снегом». Слава богу, все-таки зима закончилась, но песня осталась. Белым снегом заметает улицы, дома и город, а прохожие бегут, спешат машин. Листья опадают и мешаются со снегом, оставляя лишь воспоминания о лете. По мокрому асфальту, по проспекту летят мои 4,99. Кажется, что время остановилось, но осень тут пришла, в зиму влюбилась. Белым снегом заметает город. Белым стало все, и мне не нужен повод позвонить тебе, сказать всего 3 слова. Кажется, вчера все было, повторяя снова. Все, что было где-то там, осталось, позабылось, растворилось и ушло навеки.
Вдруг оказалось то, что мы с тобой всего лишь навсего простые человеки. Листаем мы фотоальбомы старые, десяток лет назад уже отснятые. И время мы пускаем вспять и возвращаемся назад. И кажется, вчера все был, но осталось в памяти. Белым снегом заметает город. Белым стало все, и мне не нужен повод позвонить тебе, сказать всего 3 слова. Кажется, вчера все было, повторяясь снова. Снегом заметает город. Белым стало все, и мне не нужен повод позвонить тебе, сказать всего 3 слова. Кажется, вчера все было, повторяясь снова. Белым снегом заметает город. Белым стало все, и мне не нужен повод позвонить тебе, сказать всего 3 слова. Кажется, вчера все было, повторяясь снова. Белым снегом заметает, 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 белым снегом заметает. Большое. В эфире была композиция «Белым снегом» из нового дебютного альбома музыкального проекта «Дамаск». Булат Аминов. Булат Дамаск Аминов. У нас осталась минутка до конца. Булат, кто помогал тебе сделать альбом? Слушай, я сегодня только написал список тех людей, которые помогали. 11 человек, 12 даже. То есть это музыканты из Уфы, из Москвы, звукорежиссеры из Уфы. Ну, там бэк-вокал, гитары, бас-гитары писали, клавишные, трубу. Вот. Ты писал на свои деньги? Да, ну, по большей степени не сколько на деньги. То есть я весь продакшн мой, единственное сведение делал мой друг Клим Егоров, профессиональный звукорежиссер. То есть это такой handmade? Handmade. Ну, как бы большинство альбомов в современном мире это handmade. Это правда? Да. Все, то есть вот написали, спели, сверстали и в эфир. Все, ну, конечно. То есть студии не нужны? Оборудование позволяет, ну, конечно. То есть в домашних условиях студии очень хорошего качества можно строить. Слушай, вот по поводу этого мы поговорим чуть-чуть подальше, а сейчас мы попрощаемся с нашими радиослушателями и перед этим все-таки напомним. Итак, друзья, 11 числа выходит альбом музыкального проекта «Дамаск» Булат Аминов. Можно будет скачать на всех электронных музыкальных площадках, приобрести его. А 10 числа Булат делает мероприятие в Центре современного искусства «Облака» в пиано-кафе. Пиано-кафе. Я назвал это «Открытая репетиция». Перед анонсом, да, перед выпуском альбома. Приходите в 7 часов вечера. 7 часов, да. 7 часов. До новых встреч, друзья. А мы уходим в эфир социальных сетей. Никакого секрета.